Тем временем в Сыктывкаре продолжает работу профильная смена с круглосуточным пребыванием для воркутинских пловцов. Напомним, в столицу из Заполярья приехали 19 детей, чтобы подготовиться к межрегиональным соревнованиям. И на днях у ребят начались первые тренировки. О юных талантах расскажет Евгений Стокас. Лучшие пловцы Воркуты, разрядники и призеры соревнований выходят на тренировку в Сыктывкарском бассейне «Орбита». Эти 19 ребят – будущее заполярного плавания. Пусть они еще дети, но к своему спортивному ремеслу относятся очень по-взрослому. Мы начали готовиться с января месяца, плавали объемы, нас загружали с тяжелыми тренировками, чтобы мы хорошо проплыли. И сейчас у нас сборы, мы готовимся на чемпионат Северо-Западного федерального округа. Нас все устраивает, очень вкусно кормят, хорошие условия. Эта выездная смена, организованная в рамках указа главы Коми, проходит на базе Академии юных талантов. С 18 февраля по 6 марта, то есть 3 недели, они будут тренироваться дважды в день. А уже 7 числа соревнования в Калининграде. Причем готовиться есть к чему. Для нас важна длинная вода, 50-метровый бассейн, потому что в Воркуте у нас таких бассейнов нету. Когда спортсмен привыкает к тому, что есть поворот после 25 и фаза отдыха для рук, то в 50-метровом бассейне этой фазы отдыха нету. И примерно там после 30-40 метров начинают руки уставать, начинает ломаться техника. Если взрослые спортсмены умеют, что называется, раскладываться на дистанции, то есть распределять силы равномерно, то юные пловцы еще этому учатся. В Минобре Коми считают, неважно, из Воркуты они или другого города Коми, условия для занятий любимым делом или спортом должны быть созданы для всех детей. Нам важно предоставить детям возможность выявить их способности, ну и дальше уже развивать. Причем надо сказать, что здесь дети проживают, для них это полностью бесплатно. И это не только и не сколько дети столицы нашего субъекта, это все-таки абсолютно с разных отдаленных уголков. Воркутинских ребят ждет не только спорт. Выставки, походы, музеи, прогулки – все то, чем может поделиться столица Коми, все это для них. Учебный процесс тоже не прекращается. Это как-никак, пусть и на редкость одаренные, но прежде всего школьники. У детей будет время для подготовки домашнего задания, чтобы школьная программа тоже не страдала. В академии для этого есть все условия учиться дистанционно. Ну и, конечно же, это совместный досуг, совместное общение, игры настольные, просмотр кинофильмов, ну и вообще максимальный отдых, потому что спортсмены, у них очень интенсивный тренировочный процесс. В прошлом году Академия юных талантов провела 49 смен образовательных интенсивов. В этом планы еще более внушительные – 70 смен по самым разным направлениям. Скоро начнется подготовка и к Олимпиадам. Всего этой работой будет охвачено почти 2000 самых талантливых детей со всей республики. Евгений Стокас, Елена Кононова, Артем Соколов, Олег Юшков, Юрган.